о том, что в горах Ингушетии очень рано пользовались огнестрельным оружием, умели делать стволы, рассказывают многие сказания, предания наши. Но кроме этого рассказывают и всевозможные архивные материалы и российских путешественников, и купцов, и официальных посольств. Еще начиная с 1580-го, в 600 иных годах, посольства России в Закавказье обозначают, что они были встречены ингушами в районе Даряльского ущелья в огненным боем. Это отмечается у нескольких посольств. Ингушский знаменитый мастер сегодняшний по восстановлению и реставрации башен, боевых башен и иных строений, Богатырев Багаудин, он когда-то, 30 лет назад, работал в хозрасчетной реставрационной мастерской в городе Грозном. Она находилась вот где здание Краеведческого музея в нижнем этаже. В верхнем этаже Краеведческий музей, а в нижнем этаже вот эта реставрационная мастерская. Они ездили в Москву, восстановили вот этот раствор древний. И он сегодня этим раствором пользуется, когда восстанавливают башни. В 1988, 1989 по 90 год, 3 года они восстанавливали башню Яндиевых. То есть башню, которую когда-то строил знаменитый Янд. В нижнем ярусе, там где вот эта специальная яма была, Ларме, они в завалах, обрушившихся завалах, нашли ствол огнестрельного оружия. Что это такое? Это оружие, огнестрельный ствол был шестигранный, кованый, с внутренней резьбой, причем резьба была в 3 ряда шла резьба. Удивительно, что оно было сделано не методом ковки 2 отдельных составляющих, а было единовременно сделано это. Вот этот ствол был сделан единовременно. Потому что был еще и другой способ, когда из 2 частей потом методом кузнечной ковки соединяли и делали стволы нарезные. Вот это он мне рассказал. Когда он старикам показывал этот ствол найденный, они сказали, что он у ингушей обозначал Малхаз Юл-Топ. Малхаз Юл-Топ. Молх это порох, а Малхаз Юл-Топ это огнестрельное оружие. Потом оно ими было сдано, с ним работали еще 2 Богатыревых, двоюродные братья его, тоже работники вот этой реставрационной мастерской, которые восстановили вот эту башню, она до сих пор стоит, уже 30 лет прошло, старыми растворами они ее восстановили. Они ее потом сдали в местный краеведческий музей в Джарахе. Кроме вот этого ствола, ими была найдена линейка, каменная линейка из куска сланцевой плиты. В ней было 7 делений по 3 раза. Как выяснили вот эти мастера, это было приспособление для определения уклона угловых камней под башню. Вот там минимальный вот этот уклон они как-то определяли. Вот то, что мне рассказал вот этот Багаудин Богатырев.
сегодняшний день и сегодня у нас вместе с русскими одна участь, дорогие чеченцы. Русские наши братья, не забудьте, пожалуйста. Да, наши братья по крови они. Там, более того, мы посмотрим, даже близкие, казалось бы, народы, которые жили, например, чечены Ингушетии друг с другом, то же самое, у них еще довольно прохладные отношения. И, как мне тут уверяли несколько чеченцев, по генетически ингуши оказались предпоследними народами, близкими к ним. То есть это самый дальний народ оказался на генном уровне к чеченцам. Они считаются себя русскими, кстати, чеченцы. То есть по крови. Это говорил и часто повторяю. У нас очень давнишние взаимоотношения с украинцами. Они сложились не 20 лет назад, не 50 лет назад. Они сложились намного дольше. Вот в чеченском обществе и на территории Чечни нет ни одного населенного пункта, где нет чеченцев, выходцев коренной национальности из Украины. Или бабушка, или дедушка, или прабабушка, это были выходцы из Украины. Но сегодня они являются чеченцами. Они говорят на чеченском, у них религия, все. И поэтому у нас такая невидимая кровно-родственная связь с украинским народом. И то, что Кадыров делает, и сегодня он публично заявляет и объявляет джихад, во-первых, с религиозной точки зрения, это абсолютный абсурд. Он ни в какие рамки. На этой земле, и они не считали землю как бы своей собственностью. Такой. Я стою на этой земле, она моя. Хотя они не кочевники отнюдь, и жили оседло. Вот. И тем не менее, там есть самые разные тейпы, в том числе дагестанские тейпы, аварские тейпы есть в Чечне. Есть тейпы, которые собирали русских. Вот. Есть такой тейп, называется Эрсиной. Эрси по-чеченски русский. Вот 2 тейпа казачьих – это Гуной и Варандой. Кто это? Это казаки, которые в силу тех или иных обстоятельств сливались с тем обществом, в котором жили чеченцы. И все, они принимали к себе и там жили. Причем религиозный фактор был для них не основной и не главный, им было наплевать. И там тех же гуноевцев из-за того, что там жили русские и прочие, называли свиноедами. Потому что они ели свинину. При этом, при всем, когда основная Чечня была вся уже исламской, то есть мусульманской. Вот. Поэтому тут такой вот вариант, такой очень разный. Там... Вот как показывает жизнь, наше общество всегда было открытым обществом. У чеченцев существовал институт Стубиноваш. То есть мы принимали, не всякого принимали, но принимали представителей других народов, принимали представителей из своей среды, других типов, принимали, и вот этот институт Стубин-Воч, и после вот этого проведения вот этого обряда, этого ритуала, человек становился даже вне зависимости от национальности представителем этого этноса. А в номенклатуре чеченских типов целый перечень названий чеченских типов, которые имеют и национальное происхождение. Арбой, понятно, арабы, туркой, турки, черкзи, черкесы, нури, нагайцы, абзой, абазины, резлой, татары, рымки, кумыки, галаски, казаки. А человек иной национальности проживал 4 поколения в чеченской среде, то этот человек считался чеченцем. Если проживали 8 поколений, знал имена 7 своих предков, то он считался уязнохчетом. Против чеченцев, как ты думаешь? Потому что по нашему преданию, когда казаки пришли от репрессий Петра I, который преследовал прежде всего староверов, а казаки были староверы, как мы знаем, они пришли сюда, на Кавказ, на исконную свою землю, откуда они ушли в свое время, далеко до Кольского полуострова. Вернувшись сюда от нечеловеческих законов Петра I, который заставлял сбривать бороды, раздевать, будем говорить, женщин, одевать в европейские какие-то, навязывать, будем говорить, чужеродную культуру для России. Казаки пришли сюда, на терек. По преданию нашему, чеченцы дали им эти земли. То бишь, потому что это отсюда они и ушли, по сути, своей. Те казаки, которые вернулись, мы имеем в виду.
Одним из первых, кто описал этот обычай и испытал его на себе, был Лев Николаевич Толстой. Указывая на дружеские отношения между казаками и горцами, Лев Николаевич отмечал: живя между чеченцами, казаки породнились с ними, освоили их обычаи, образ жизни и нравы горцев. В этом выпуске нашей программы мы попытаемся раскрыть обычаи куначества, рассказать зрителю о его особенностях и, как обычно, показать ролик, посвященный этой традиции.